Триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І наступних півгодини про важливу тему, важливу, цікаву і вражаючу тему дня сьогоднішнього будемо говорити з нашим гостем. Зараз у нас у студії мій колега, журналіст Ліга.нет Сергій Бережний. Пане Сергію, ще раз. Добрий вечір. Власне, покликали ми вас для того, щоб говорити про те, про що вся Україна, як на мене, говорить вже, напевно, з 7-ї години ранку. Я нагадаю глядачам, що сьогодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко зробив, як на мене, сенсаційну заяву. Він сказав про те, що силовикам вдалося запобігти зриву плану реваншу прокремлівських сил. І також звинуватив Михайла Саакашвілі у тому, що він на гроші опального олігарха часів Януковича Сергія Курченка проводив акції, які в народі вже назвали «Міхо-Майдан», для того, аби захопити державну владу. І Генеральний прокурор продемонстрував півгодинний фільм про те, як викривали начебто Михайла Саакашвілі. Давайте послухаємо Юрія Луценка і подивимося фрагмент цього фільму. Було встановлено, що ці особи, Курченко та його помічник, постійно спілкуються з правою рукою лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Україні. Нами задокументовано оперативно з номерами купюр суми, які видавалися для Саакашвілі, для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько $500 000. Із них майже половина задокументована по номерам купюр і під аудіо та відеоконтролем була вручена правій руці Михайла Саакашвілі Северіону Донгадзе. Алло, добрый вечер. У нас хорошо, как у вас дела? Ну, все, движемся в правильном направлении, я думаю. Ясно. Так что мой друг передавал так, что с вами общаться, и он очень был доволен и благодарен. Ясно. Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним. А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него с вами коммуницировали? Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись там по пунктам, очевидно. Хорошо. А такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть? Абсолютно. Мы очень ждем, скажите, когда, и мы точно найдем какую-то модель. Хорошо. Договорились. Хорошо. Тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости. Хорошо. До свидания. Пане Сергію, яка ваша реакція була сьогодні зранку, коли ви це почули і побачили, як журналіста і просто як українця? Первое, что было в новостных лентах и в Фейсбуке, это сообщение Давида Сакварелидзе о том, что начался обыск в квартире Михаила Саакашвили. Я очень быстро пробросил эту новость в редакцию и поехал на место событий, посмотреть, как, что, зачем, почему. И дальше я до 13 часов примерно там наблюдал все, что там происходит. Тобто ви спостерігали, як відбулося вручення підозри, ці всі баталії? Я этого, естественно, не видел, потому что туда не пустили даже адвоката Михаила Саакашвили. Я разговаривал Ми зараз в полі вікні, власне, можемо бачити проте фрагмент того, що відбувалося, коли намагалися вручити підозру Михайлу Саакашвілі. Він вийшов на дах, і там, коли перебував на даху, то він погрожував, що він стрибне вниз. На щастя, Михайло Саакашвілі не стрибнув. Вы это тоже бачили, так? Я видел только, как он стоял на крыше, я видел это с улицы, и я не слышал, что он обещал прыгнуть.
или там грозился прыгнуть. Тобто цього Іменно насправді не було, чи ви могли цей момент упустити? Я мог упустить, потому что я подошел не с самого начала. В тот момент мне нужно было отойти на Майдан для того, чтобы у меня села батарейка. И мне нужно было блок питания поменять. Ну, такі робочі моменти. Да, це чисто те, робочі що ви моменти. насправді бачили, що ви чули, як це все відбувалося. Ми з вами перед ефіром говорили. Я казала, що насправді я була дещо здивована тим, як і що відбувалося. Ви кажете, що ви не зовсім були здивовані, але цікаві речі були. Які саме цікаві речі для вас? Вот как раз когда я возвращался с Майдана, я шел по улице, прошел через ограждение и блокпосты, показав что, журналистское удостоверение, и я слышу, что голос Михаила Саакашвили. Я стал смотреть, а где, собственно. Поскольку слышно было громко и слышно было хорошо, было понятно, что он где-то говорит или из окна, или с балкона. И я попытался вот найти, но ни на балконах, ни на окнах его не было, и только потом я заметил его наверху на крыше. Видно было очень плохо, и зрение у меня не очень хорошее. И ну вот он уже к тому моменту говорил, и я не слышал ничего про то, что он обещает там или грозится спрыгнуть. Я думаю, что нет, я не думаю, что это как-то сколько-нибудь серьезно следует расценивать такие угрозы. Не было никакой необходимости, не было никакой, с моей точки зрения, угрозы для его жизни. А наскільки серйозно варто розцінювати загалом, що відбулося сьогодні? Та такі гучні заяви з боку Генеральної прокуратури, те, що ми почули, що ми побачили, ну. Это очень серьезная история. Мы все наблюдаем за сюжетом взаимоотношений Михаила Саакашвили с Банковой, с властью, с правоохранительными органами. Я этот сюжет отслеживаю, как я думаю, очень многие. И до сих пор Михаил Саакашвили он не давал никаких поводов подозревать, что он куда-то пытается скрыться. То есть, в принципе, как мне представляется, если к нему возникли вопросы, возникли претензии, возникла необходимость зачитать ему подозрения, достаточно было вызвать его повесткой. Куда угодно. В Генеральную прокуратуру, в СБУ. Все, кто хотел, могли его вызвать. И практика показала, что он приходит по повестке и никогда не пытается скрыться. Ну, там, может, отговаривается, что вот именно сегодня не может, но завтра обязательно и так далее. И та спецоперация, которую организовали для его задержания, для его поимки, для того, чтобы просто зачитать ему подозрения, там были сотни правоохранителей, сотни полицейских, сотни сотрудников СБУ, Национальной гвардии. Она производит очень сильное впечатление, и мне она напомнила прежде всего двухгодичной давности операцию по захвату Геннадия Корбана, когда были применены даже вертолеты для высадки десанта, и мы все прекрасно помним, что тогда были грандиозные совершенно ожидания того, что эта операция такая мощная, такая сильная, такая размашистая, и что сейчас будет такой какой-то невероятный результат, а результата в результате никакого не было. И я подозреваю, что сейчас произойдет ровно то же самое. Когда произносятся какие-то громкие слова, громкие обвинения, громкие обещания наказать, посадить, расследовать и так далее. И для подкрепления этого предъявляются не аргументы, не какие-то действительно убедительные факты и не, ну, как сказать, доступные для предъявления в суд свидетельства, а предъявляется именно вот размах операции. Все. Больше ничего мы пока не услышали. То, что касается записей, я не буду их оценивать. Я вот сейчас их услышал в первый раз. Я не слушал их раньше, потому что мне было не очень интересно. Я принял к сведению, что такие записи есть. Если они настоящие, и это будет доказано судом, с Михаила Николаевича будет строго спрошено за то, какие нарушения закона он допустил. Если они не настоящие, то толку их обсуждать. Я не настолько квалифицированный эксперт, чтобы определить на слух, его это голос, не его это голос, тим більше я не знаю голосу Курченка. Ну, це зрозуміло. Зрештою, на слух, напевно, ніхто і не повинен це визначати. Це для того має бути спеціальна експертиза. Якщо продовжувати тему того, що насправді це все шоу, і якщо це шоу, то, відповідно, шоу передбачає наявність режисури і драматургії. Оцей момент, який для мене був цікавий, про те, що коли Михайло Саакашвілі був в цьому буцику, який був оточений десятками силовиків, якимось чином людям, які були навколо, вдалося
визволити Саакашвілі з цього бусика, розбити скло, витягти його звідти і так далі. Це і пізніше вже з'явилися такі думки про те, що насправді в момент, коли Саакашвілі був в бусику, точилися якісь розмови там на верхніх поверхах, умовно кажучи, коли домовилися про те, що треба дозволити йому, умовно кажучи, вийти з цього бусика, аби люди його витягли, так само, як провели під руки там через українські кордони і так далі. А для чого цей елемент шоу? Для чого він? Я считаю, что его всерьез собирались задержать. Об аресте пока речи не шла, потому что решение об аресте принимает суд. Задержать его собирались. Это не получилось из-за противодействия активистов. И когда ситуация стала патовой, а у меня возникло ощущение, что она стала патовой уже довольно скоро, когда бусик доехал до Трехсвятительской, и там был заблокирован и другими машинами, и баррикадами, легкими баррикадами, но все-таки машина там не прошла бы, и людьми. Вдруг стало понятно, что огромное количество полицейских, СБУшников и Нацгвардии, они не могут ничего с этим сделать. Ну, і Це один раз було камери дуже зафіксували використання газу. Я не помітила, з чого це боку було, але використання Газ газу було. был, я там был, и газ этот чувствовал. Я думаю, что это были, конечно, не газовые гранаты, мы бы их заметили, но это был, видимо, какие-то баллончики. Баллончики с аэрозолями. Не скажу, что это было очень мучительно. От них, как мне показалось, спасал даже шарф, намотанный на лицо. Это явно не какие-то боевые средства. Я би хотіла, власне, аби ми зараз послухали реакцію вже народних депутатів після того, як Генеральний прокурор дав масштабну прес-конференцію. Він теж виступив з трибуни Верховної Ради, знову ж таки, з презентацією цього фільму про, начебто, розкриття злочину Михайла Саакашвілі. І на це вже відреагував Артур Герасимов. Я нагадаю, що він є очільник однієї з найбільших фракцій у парламенті, фракції БПП. Давайте послухаємо, що він сказав. Отримані докази і оті обшуки, про які сьогодні вранці всі з нами, разом з вами читали, відбуваються у зв'язку з тим, що є обґрунтовані підозри про те, що команда Саакашвілі фінансувалася представниками команди Януковича, зокрема Курченка. Власне, пан Артур сказав, які ми вранці зафіксували і які ми вранці читали. Але у своєму Фейсбук, один такий активний дописувач Фейсбуку, знову ж таки депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко, ще задовго до того, коли Генеральний прокурор оприлюднив цю всю інформацію, він зробив досить цікавий анонс. Я хочу, щоб ми його теж побачили. По моим данным, у ГПУ и СБУ есть сведения о финансировании последних протестных акций со стороны беглого украинского олигарха, ныне проживающего в России Сергея Курченко. Именно с этим связаны сегодняшние события вокруг нового украинского Карлсона, в меру упитанного Михо в самом расцвете сил. Що це було? Такий анонс. Для чого він був? Тобто депутати від БПП, вони отримують певну інформацію задовго до того, коли ця інформація буде оприлюднена, і для чого пізніше вони її розповсюджують ще до того, як про це говорить Генеральний прокурор? Мне интереснее, откуда пошла информация еще до этой записи Гончаренко, потому что о том, что Михаила Саакашвили собираются не то арестовать, не то задержать, утечки были еще вчера. Эта информация приходила, и мы ее расценили как обычно расценивать непроверенную информацию. Но опыт показывает, что вот такие, то, что мы называем пока что непроверенными фантазиями и так далее, они в случае с Михаилом Саакашвили почему-то обычно сбываются. Когда он говорил о том, что его собираются лишить гражданства, все воспринимали это, ну а как это может быть, ну как это может вообще случиться? И воспринимали так, что он или перегибает палку, или вообще впал в какое-то неадекватное состояние. Но это же произошло. То есть он оказался адекватнее нас в этом отношении. И когда сейчас вот пришла информация о том, что его собираются арестовать, учитывая, что операция при этом шла уже пару дней против его соратников, в принципе, это уже стоило рассматривать как действительно событие, которое может произойти. Но, тем не менее, оказалось, что вот не будет такого, не дойдет до этого. Дошло. То есть опять
адекватность Михаила Николаевича, она превзошла нашу. То есть он лучше понимает ситуацию, он лучше ее видит, чем мы. У него, видимо, какой-то очень специфический ракурс и очень специфический опыт. Ну, не секрет, что у него действительно такой опыт есть. Ну, а може тому, що є ще один факт, який, можливо, говорить про те, що не випадкові, що саме сьогодні це сталося. Зокрема, адвокат Михайла Саакашвілі, яка захищає його інтереси в грузинському суді, Бека Басілія, вона заявила про те, що затримання Саакашвілі співпало з активізацією його справи у Грузії, тож за затриманням може послідувати його екстрадиція. Хоча сьогодні генеральний прокурор запевнив, що зараз не йдеться про екстрадицію чи депортацію, а тільки про допит. Тут дело в том, что экстрадировать Михаила Николаевича в его нынешнем состоянии невозможно по законам Украины. Его защищает закон о лицах, иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые находятся на территории Украины, постоянно проживают. Он прописан в Киеве. Он постоянно проживает в Киеве. По закону он не может быть экстрадирован в связи с такими обстоятельствами. Это в том случае, если он считается лицом без гражданства. Если мы помним, официальная версия именно такова. Но если он по-прежнему считается гражданином Украины, как он сам заявляет, и это будет потом признано судом, его нельзя экстрадировать по Конституции Украины. Его нельзя экстрадировать ни в том случае, ни в этом. То есть это ему не грозит ни при каких обстоятельствах. Грузия может потребовать его экстрадиции, но законных оснований для нее в украинских законах нет. Ну, власне, про громадянство цікавий такий факт. Ну, не знаю, наскільки він правдивий чи неправдивий, але якщо Генеральний прокурор України про це говорить, то очевидно, що він правдивий, що Генеральна прокуратура знайшла український паспорт Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі, власне, керівника київського осередку Руху нових сил партії Михайла Саакашвілі Севріона Дангадзе. Власне, Севріон Дангадзе, і за даними Генеральної прокуратури, це, власне, та людина, яка була посередником між Михайлом Саакашвілі і паном Курченком. Тобто те, що знайшли цей паспорт, може якось воно, скажімо, вплинути на цю історію з громадянством і так далі, і так далі. Бо Саакашвілі говорив про те, що в нього цього паспорта немає. Дело в том, что есть паспорт или нет паспорта, это никак не влияет на восприятие государством его состояния гражданства. То, что он его мог потерять, то, что он мог его кому-то отдать, если государство утверждает, что он перестал быть гражданином, значит, с точки зрения государства этот паспорт недействителен. Ну, недействителен, мало ли у кого что осталось. Если этот паспорт, если Михаилу Николаевичу удастся защитить в суде тезис о том, что лишение его, конфискация его гражданства была произведена незаконно, и он получит обратно свое гражданство, он снова будет иметь право этот паспорт носить. Но он его и сейчас имеет право носить, просто не имея с точки зрения государства права называться гражданином Украины. Вот и все. Это не преступление. А якщо справа таки дійде до суду, якщо пану Саакашвілі доведеться відстоювати свої права у суді, наскільки політизованим може бути процес? Хоча, зрештою, політизованим. Ми щойно говорили з вами про те, що шоу насправді відбувається, то в такому випадку, можливо, політизація процесу буде краще, аніж його шоузація, так? Тут трудно сказать, какая серия этого сериала будет интереснее другой, потому что мы пока еще не Або знаем може просто з меншими последовательности. наслідками для України, так? Якщо... А я не думаю, что это вообще будет иметь какие-то последствия для Украины в целом, просто потому, что сейчас это такой очень громкий, но боковой сюжет, который развивается в украинской политике. Дело в том, что Рух новых сил – это очень активная и достаточно такая громко звучащая политическая сила. И именно этим она очень непривычна для нынешнего политикума, который всячески подчеркивает то, что он конструктивный, то, что он может договариваться, то, что действует в каких-то рамках системы, и при этом ухитряется не давать никакого результата, которого ждут избиратели. Или давать очень маленький, или давать его формально. То есть документ приняли, но он не реализован. Совершенно то же самое, вот как это было с паспортом Саакашвили, с конфискацией его гражданства. Все было сделано на формальных основаниях. Они были найдены или, как утверждает Михаил Николаевич, сфальсифицированы, после чего было принято решение. Саакашвили действует совершенно иначе. Он действует как популист, безусловно, но как популист, который умеет сломать сложившуюся ситуацию. Это очень ценное его качество. Причем ценное не столько для самого Михаила Николаевича, сколько для тех граждан, которые, в общем, хотели бы как-то изменить ситуацию, ускорить реформы. Вот.
убрать инерцию, которая сейчас в нашей стране определяет политический процесс. Это инерция. А чим змінити ситуацію? Популізмом змінити ситуацію? Що є таке в Михайла Саакашвілі, що дозволяє йому принаймні намагатися змінити ситуацію, як ви кажете? Мне трудно за него говорить. У него есть свои версии, вы знаете, он много об этом рассказывает, иногда непоследовательно и всегда очень эмоционально. Но вот с моей точки зрения, да, популизмом можно ситуацию сменить, ее сдвинуть с мертвой точки. Но дальше развивать ее именно популизмом нет, нельзя ни в коем случае. А в этом случае должна вступить в действие какая-то уже разработанная стратегия, конструктивная, продуманная, политическая. Стратегия реформ в данном случае, потому что речь идет о ускорении реформ. Соратники, мабуть, потрібні. На вашу думку, чи є в Саакашвілі взагалі соратники? Він каже про те, що є. Конечно, Є. они у него есть. Хто це? Это его прежняя команда, то, что от нее осталось после... Грузинская команда. Да, грузинская команда, не только грузинская, но и те интеллектуальные структуры, которые при всем присутствуют. Это фонд Бендукидзе, имени Бендукидзе во главе с Владимиром Федориным, который разрабатывал в взаимодействии с Саакашвили программу реформ, которую они выложили. Программа эта в достаточной степени тоже популистская, но она хорошо структурирована, и она показывает, какие задачи сейчас в Украине не решены. Это очень важный момент. Она показывает направление движения и желательные, может быть, в какой-то степени методы, которыми эти задачи можно решить. Это правильный подход. Совершенно не обязательно утверждать, что вот нужно брать эту программу и выполнять. Это всегда компромисс, это всегда должно быть привязано к реальности, к реальным возможностям, к реальным ресурсам. Это смысл реализации любой стратегии. Вы можете придумать самый красивый план, но если у вас нет возможности его реализовать, он так и останется красивым планом и никому пользы не принесет. Якщо говорити про політику, серед лідерів політичних сил в Україні є, ну, скажімо, справжні соратники Михайла Саакашвілі. Я можу навіть не про тих, хто разом з ним перетинав кордон і його тоді підтримував, і хто разом з ним, скажімо, долучається до деяких акцій, а справжні соратники, які, скажімо, зараз в цей момент є загроза того, що багато хто відвернеться, а вони, скажімо, не відвернуться. Мы сегодня обсуждали в редакции этот вопрос как раз в этом аспекте. И было высказано очень интересное мнение о том, что Михаил Николаевич оттолкнул от себя очень много потенциальных соратников. Прямых, таких тесно связанных с ним людей среди либеральных политиков, в общем-то, нет. Это всегда какая-то условность в этой связи. Кто-то его поддерживает в каких-то ситуациях, но не поддерживает других. Кто-то поддерживает его подход, кто-то поддерживает его политику. Но это всегда какие-то условности. Он слишком самостоятельная фигура для того, чтобы с кем-то иметь способность договориться. По крайней мере, пока что это проявляется именно так. Когда 2 года назад проходили антикоррупционные форумы, инициированные Саакашвили, принимали участие очень многие политические деятели, политические силы. И речь тогда уже, в общем, заходила о возможности создания политической партии. И эта идея так и не была тогда реализована, время было потеряно, и, в общем, теперь понятно почему, потому что очень трудно было договариваться. Это было ясно уже тогда, но время показало, что это так и есть. Я продовжу, власне, в цей момент домовлятися з Михайлом Саакашвілі, але після того, коли ми почуємо 2 висловлювання. Перше – це висловлювання лідера фракції «Самопоміч» у парламенті Олега Березюка, який на знак підтримки Михайла Саакашвілі влаштував демарш у парламенті. І також, як мені здалося, на підтримку Михайла Саакашвілі висловилася лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Давайте послухаємо. Ніхто не дає право на очах у всього цивілізованого світу практично чинити політичний терор, який сьогодні став обличчям України. Ми не маємо права мати таке обличчя. І тому домовилися на спільному зібранні представників і лідерів фракцій на 16:00 закликати керівників силових структур, Генерального прокурора і інших, в тому числі голову Служби безпеки України, для того, щоб заслухати пояснення того, що зараз відбувається. Сьогоднішній ранковий випадок з екс-президентом Грузії Саакашвілі – це не просто тиранія, це гидота. І сьогодні ті, хто зараз посміхається мені в обличчя, ви будете наступні.
Власне, ми бачимо, що хтось такий, якщо грубо говорити, заступився за Михайла Саакашвілі, хоча те, що ми почули і побачили власне, в матеріалах Генеральної прокуратури, дуже суперечливе насправді. Ви говорите про те, що, на вашу думку, з Михайлом Саакашвілі важко домовитися. Я чула іншу думку про те, що насправді колишнього президента Грузії наші політики часто використовують. І вони з ним консолідуються і стають його соратниками, короткотривалими, тоді, коли їм це вигідно. І, власне, в цьому є велика проблема, і в цьому є велика біда. Дело в том, что речь-то как раз идет о системных политиках, так называемых. Березюк, Тимошенко – это политики партийные, системные, которые более-менее интегрированы в существующую структуру политическую. Саакашвили из этой структуры выбивается. Да, естественно, его используют любые политические силы, причем не только «Самопомощь» или «Батькивщина», а и БПП, и Народный фронт, и другие используют его в своих интересах. Точно так же, как он в определенных ситуациях может использовать в своих интересах их. Это нормально, это в политике обычное дело. Я не думаю, что имеет смысл как-то вот это рассматривать с точки зрения, что это плохо или что-то еще. Нужен результат. В політиці мені взагалі так видається, що говорити про те, що щось погано або щось добре не доводиться. Політика – це політика. Сьогодні дехто, я чула, багато експертів коментували цю ситуацію і багато про це говорили. І кілька разів я почула дуже категоричні твердження про те, що відбулося сьогодні для Михайла Саакашвілі – це політична смерть. Для Михаила Саакашвили? Нет. Это политическая смерть для тех, кто придумал вот это шоу. Это не он. Он был его участником. Он знал, что что-то должно произойти, поскольку утечки, как я уже говорил, были раньше. Я не знаю, подготовился он или нет, но в результате он вышел в этом шоу главным героем. Он был в прожекторах постоянно. Он вышел победителем, потому что его попытались задержать, и это не удалось, благодаря поддержке активистов. И те, кто планировал эту операцию, они пережили, в общем, с моей точки зрения, грандиозный провал. Операция была спланирована из рук вон плохо. Несмотря на огромные силы, которые были привлечены, результат нулевой, даже отрицательный. Те, кто подозревает, что таким образом Банковая и пытается как-то поднять рейтинг Саакашвили, они получили дополнительный аргумент. С моей точки зрения, это утверждение вообще достойно только такого саркастического упоминания. Я, в общем, как раз в этот момент саркастичен. Но это был большой провал для Банкової. Але це ще не кінець, бо, як повідомив Генеральний прокурор, завтра Михайла Саакашвілі чекають на допиті, отож продовження, день другий буде завтра. Я вам дякую, пане Сергію, що ви прийшли, дякую за цю розмову цікаву. Сергій Бережний, журналіст видання «Ліга.нет», був гостем нашої студії. Дякую, що ви залишалися з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТР і надалі, попереду багато цікавого.